Елена Чиркова рисковать не боится. В своем хозяйстве смело внедряет новые сорта пшеницы и даже кукурузы, хотя трудится на севере республики, которая считается зоной рискованного земледелия. Есть новые сорта, потому что которые вызревают и на северах, и мы нынче в этом убедились. Вот буквально сегодня заканчиваем закладку силоса из кукурузы. Все направлено на получение большого молока. Потом мы еще отвели несколько гектар, не несколько, а 63 гектара под Суданку тоже положили в яму. Ну и получается, что вот центр с гектара вроде бы немного, 29, потому что есть там под 40 у нас хозяйство, да, но для нас это тоже как бы рекорд. Уже более 10 лет зуринцы занимаются семеноводством, так что интерес к совместному с белорусскими агрономами форуму у Елены Чирковой особый. Такая международная встреча аграриев и ученых Удмуртии с представителями Республики Беларусь проводится впервые. Между Удмуртией или, в принципе, между Россией и Белоруссией есть такая небольшая проблема по районированию сортов. То есть ваши сорта не районированы у нас, не в полном объеме, не все, а наши у вас. Поэтому мы бы хотели бы наладить отношения с удмуртскими селекционерами, свести с нашими селекционерами, чтобы совместно в процентной доле выводить новые сорта, и они были возможны к посадке и районированы как в Удмуртии, так и в Республике Беларусь. Земля в Беларуси, как и в Удмуртии, плодородием не отличается, рассказывает Возняк. Добиваться урожайности приходится за счет технологии. Гостей очень интересуют сорта пшеницы, ржи, ячменя и картофеля, которые выращивают в нашей республике. А удивить нашим специалистам действительно есть чем. К примеру, озимая пшеница Италмас, выведенная нашими учеными, имеет высокую урожайность до 70 центнеров с гектара, рассказывает Надежда Токтарова. Она мама этого сорта. Над селекцией Италмаса Надежда работала с 2001 года. И только через 11 лет озимая пшеница была включена в госреестр. По сравнению с другими сортами, так скажем, меньше поражается снежными грибными болезнями, склеротинезом, и лучше зимостойкость. Сорт имеет длинный колос, хорошую озерненность и масса зерна хорошая, и можно использовать и на хлебопекарные качества. В планах ученых из Удмуртии и белорусских аграриев выведение новых совместных сортов зерновых культур. Мы работаем почти с всеми селекционными центрами России и вот хотим завязать сотрудничество, в том числе и с Белоруссией, чтобы обмениваться селекционным материалом и создавать совместные сорта, в том числе и картофеля. У них очень хорошие результаты по ячменю. Поэтому вот у нас интерес по ячменю с ними поработать, ну и по картофелю. Уже следующей весной наши ученые вместе с белорусскими коллегами намерены уже в полях начать совместную селекционную работу. Светлана Буланова, Юрий Дроздов. Новости.